Сколько угодно можно о ней говорить, что там кадастр нехороший, почему людей беспокоим. Но это не наш вопрос. Это вопрос умения организовать реализацию данного проекта, данного закона. Вот в чем суть. И чем быстрее, безболезненно мы проведем эту микрореформу, маленькую реформу, тем быстрее мы выйдем на ту финишную прямую. Помните, что было принято решение до 1 октября 2021 года отсрочить вступление в силу данного закона. Сложилось мнение у граждан, неизвестно откуда оно взялось, тут невозможно угадать источник этой информации, что только что БТИ закрывается, полностью перестает функционировать, появляется такая странная мысль, и то, что кадастровая палата усложнит всю эту процедуру, усложнит жизнь людям. Граждане приходят без никаких нареканий, в спокойной обстановке, принимаем их. Не сталкивалась ни с какими сложностями. Все очень легко, просто я даже не ожидала, что я приду и сразу подам заявление, потому что я не уверена была, что я принесла полный пакет документов. В 2024 году был принят закон о кадастре недвижимости, а 1 октября 2025 года он вступил в силу. С этого дня все манипуляции с недвижимостью, как то купля-продажа, дарение, завещание, можно проводить не через бюро технической инвентаризации, а через кадастровую палату. Для этого нужно встать на учет и перерегистрировать свою недвижимость. В противном случае все сделки будут признаны незаконными. Но вместо плавного перехода на современные рельсы учета недвижимости случился системный сбой. БТИ прекратила обрабатывать запросы, а в кадастровой палате, как выясняется, организация работы не была поставлена. По крайней мере, так об этом говорили. Все сделки купли-продажи приостановлены. У граждан нет понимания, куда идти и к кому обращаться. 6 октября, реагируя на жалобы граждан, депутаты парламента провели комитетские слушания, чтобы выяснить у исполнительной власти, почему затягиваются реформы. И если это системная недоработка, то нужно ли отсрочить вступление в силу закона о кадастре недвижимости. Мы собирались на этот счет еще весной этого года, обсуждали все вопросы вместе с руководителем кадастровой палаты. Также были руководители БТИ со всей республики. И мы здесь очень горячо все эти вопросы обсуждаем. Помните, что было принято решение до 1 октября 2021 года отсрочить вступление в силу данного закона. Насколько я помню, наш диалог, он заключался в следующем. Не все, может, но стороны согласились с тем, что до 1 октября часть вопросов будут сняты. В том числе и вы, Тимур Бесланович, говорили о том, что вы готовы к реализации всего этого. Но, как мы и предполагали, 1 октября наступило, и вопросы практически те же остались. Также в парламент в июле месяце поступило соответствующее изменение в закон от президента Республики Абхазия. В комитете оно в работе находится. Мы будем тоже актуализировать этот вопрос. У меня тоже были БТИ кадры, у вас ничего не получится, вы не подготовлены, что нам сделать с людьми. Я тоже пообращался к ним с просьбой и с убеждениями, что это нововведение, правильно, есть свои сложности. Но я считаю, что это нужно нашему обществу тоже включительно. Может, начало будет сложным, по срокам что-то, но потом работа, когда наладится, намного легче будет нашим гражданам. Но БТИ, к сожалению, нас не услышало. То, что к 1 числу появились проблемы, появились моменты о том, что исполнительная власть не готова к реализации, мы можем использовать разные формулировки, но если гражданин, юридическое лицо не может пройти и получить услугу, сейчас очень мало заявлений, потому что страна несколько дней была в праздниках, с 1 числа, потом выходные. И почему я уточняющий вопрос задавал у Андрея Львовича, нотариальное заверение гражданско-правовых сделок, связанные с недвижимостью, в стране остановились. Да. И если даже, еще раз повторюсь, примете на ближайшей сессии этот проект, та проблема, с которой столкнулись, нерешаема. И в полной мере этим законопроектом она решает часть задач, но не все которые. Поэтому
необходимо и поэтапное внедрение закона, и отсрочка его вступления. 2 года велась работа над проектом закона о кадастровой недвижимости, говорит один из соавторов проекта закона, депутат парламента Резу Зантаря. Был учтен международный опыт. Государство потратило большие деньги на создание геодезической и картографической базы, а также на приобретение оборудования. Проблемы, которые сейчас возникли, не в законе, а в слабой организационной подготовке, полагает депутат. В самом законе прописано все. И с учетом опыта других стран, с учетом адаптации нашего времени, мы его долго готовили. Мало того, государство потратило на это достаточно большое количество денег. Я боюсь эту сумму назвать, более 200 миллионов рублей потратило, подготовило кадров. Это было до того, как мы понимаем, его 2 года к этому мы шли и готовились. Но когда сегодня, да, мы смотрим новым руководством, новый премьер-министр, да, который мы сегодня смотрим, мы получили с 1 января, должны были принять этот закон, вступить в действие. Но однако к нам поступило предложение, постановление от премьер-министра ныне действующего о том, что просит отсрочки. В связи с чем? Мы, как люди парламента, законотворцы, задаем вопрос, в связи с чем? В связи с какими-то неправильными формулировками, с неправильными словосочетаниями, которые написаны в законе, или действиями в самом тексте? Нет, мы не готовы. Так, хорошо. В таком случае, с какого числа вы будете готовы? Мы абсолютно будем готовы с такого-то, с 1 октября. Было выдано нам распоряжение, что с 1 октября провели комитетское совещание, было и провели с 1 октября. В настоящее время, если отсутствует какая-либо реализация данного законопроекта в реальности, да, это умение организовать самого исполнительного аппарата, умение организовать работу. Реализация данного законопроекта носит такой реформический характер, то есть это небольшая реформа именно в этой отрасли, именно в этом направлении. Да, она всегда воспринимается очень тяжело. И вот задача теперь той самой власти, действующей сегодня, справиться с этими сложностями, с БТИ и с другими, и как она справится, тем будут ей хлопать или скажут, нет, вы не справились. Вот оценка от этой власти действующей. А сколько угодно можно о ней говорить, что там кадастр нехороший, почему людей беспокоим. Но это не наш вопрос. Это вопрос умения организовать реализацию данного проекта, данного закона. Вот в чем суть. И чем быстрее, безболезненно мы проведем эту микрореформу, маленькую реформу, тем быстрее мы выйдем на ту финишную прямую. Между тем, в Центральном офисе приема документов кадастровой палаты по улице Дзизаря на момент нашего приезда было немноголюдно. Граждане в порядке живой очереди пришли сдать пакет документов для постановки на учет. Правильно оформить и подать заявление или запрос помогают специалисты кадастровой палаты. Граждане приходят без никаких нареканий, в спокойной обстановке, принимаем их. А дальше уже документы отправляем девочкам наверх. Они, как регистраторы, проверяют на соответствие информации, верная ли она. Жительница Сухума Оксана Ахба пришла с полным пакетом документов для постановки на учет квартиры. Ей осталось дождаться приезда сотрудников палаты на место для осмотра недвижимости. Не сталкивалась ни с какими сложностями. Все очень легко, просто я даже не ожидала, что я приду и сразу подам заявление, потому что я не уверена была, что я принесла полный пакет документов. Оказалось, что я принесла все, что нужно. Это квартира, мне понадобилось свидетельство о собственности на эту недвижимость и паспорт. Собственно говоря, и больше ничего. Девочки очень профессионально работают, очень быстро. Нет никаких, не знаю, страхов для того, чтобы прийти и быстро все это оформить. Пока нету никаких очередей. Заняло это, ну, наверное, в общей сложности у меня прием минут 10, не больше. Теперь нужно мне ждать какое-то время, когда на место приедут специалисты, да, и как бы удостовериться о том, что это вот действительно такая жилплощадь есть, существует, и они уже дадут, видимо, какой-то документ регистрации.
регистрации. За 9 дней действия закона в кадастровой палате успели принять 80 заявлений, сообщил ее руководитель Тимур Сангуля. А с 15 октября началась выдача кадастровых выписок. Это официальный документ, содержащий подробную техническую информацию об объекте недвижимости. Механизм подачи документов на кадастровый учет и регистрацию прав простой, говорит директор ведомства. Вы обращаетесь в кадастровую палату для постановки объекта кадастрового учета на учет. В первую очередь мы делаем учет и дальше регистрируем права собственника, чьи права были зарегистрированы ранее, либо возникают сейчас. В первую очередь вы обращаетесь в кадастровую палату с паспортом гражданина Абхазии, либо иностранного государства, если вы являетесь собственником жилья. И предоставляете правоудостоверяющий документ. Это свидетельство о наследовании, договор купли-продажи, договор дарения, мены, или же решение суда, которое указывается, что вы являетесь собственником этого объекта недвижимости. Жилья в данном случае это квартира, помещение, либо дом, либо сооружение, в зависимости от того, что именно, чего вы являетесь собственником. Дальше вы прикладываете, если у вас имеются какие-либо технические планы, схемы, чертежи, которые мы можем использовать как источник информации, чтобы не проводить кадастровые работы по обмерам и повторным обмерам, чтобы вам не пришлось повторно оплачивать уже оплаченную, уже выполненную работу. И на основании этих документов мы проводим экспертизу документов, то есть подтверждаем, что ваши права являются настоящими, то есть мы сверяем с делами БТИ, которые у нас имеются в архиве, будем уточнять на основе свежих данных из дел БТИ, которые возникли после 2022 года, когда мы провели сканирование архивных данных. И проверяем техническое состояние вашего здания. То есть мы проводим осмотр объекта недвижимости, но произошла ли гибель его, существует ли это здание, технически оно соответствует тем параметрам, которых вы заявили у себя в документах. То есть, например, вы перестроили полностью свой дом, он теперь не двухэтажный стал, а трехэтажным, либо квартира стала не двухкомнатной, а трехкомнатной. Чем мы жили до кадастра, который мы планируем сегодня привести? Мы жили теми самыми нормативами, которые было придумано Советским Союзом, и как таково пережиток Советского Союза, который до нас пришел, а это имеется в виду учет самого недвижимости, учет земли, переоформление тех или иных зданий, сооружений, учет. Как он велся при Советском Союзе, и мы видим мировую практику, как сегодня в настоящее время это уже усовершенствовано и ведется в другом формате, с другими требованиями. Для чего это нужно? Это в первую очередь нужно для того, чтобы облегчить человеку, потребителю этого кадастра, кто потребляет услуги кадастра. Мы, граждане нашей страны, и потребляем. Для чего? Чтобы мы меньше контактировали с людьми, работающими непосредственно в кабинете, чтобы с той самой картотекой не имели дела, чтобы нам легко, без всякой мзды, приходилась возможность прийти и получить тот документ, который нужен нам с целью нашей жизни. Да? То есть прийти, переоформить, оформить, зарегистрировать то или иное имущество. Мы построили. Мы сегодня тратим огромное количество времени и имущества для того, чтобы его зарегистрировать. Да? Приходим, говорим, это не то. Это должно быть очень быстро. Размер госпошлины за услуги зависит от конкретной ситуации. К примеру, если у собственника на руках все документы, оплатить придется госпошлину в пределах 1200 рублей. Если понадобятся съемки, замеры, тариф будет другой. На вопрос, почему нельзя было взять всю информацию в архиве БТИ и механически ее перенести в электронную базу кадастровой палаты, Тимур Сангуля пояснил, что не всегда указанная в документах информация совпадает с реальными параметрами объекта. Чтобы сверить одно и другое, может быть, дело БТИ, может, устарело, какие-то сведения не успели донести, чтобы вы показали, возможно, при каких-то обстоятельствах ваше дело каким-то образом технически сбой произошел, не получилось внести ваши сведения, либо не успели внести. Лучше иметь при себе всегда свои правоустанавливающие документы. Оригиналы всегда должны быть у гражданина. При необходимости их можно будет запросить, и в кадастровые палаты мы предоставим копию документов, тоже является услугой, которую можно запросить. И все виды документов, которые имеются, вплоть до целого дела. То есть у самого гражданина, по сути, должны быть те же самые документы, что находятся в БТИ, относительно него, находились в БТИ. Только с этими же документами этот гражданин сможет пойти к нотариусу на совершение сделки, то есть без наличия того же свидетельства о вступлении в наследство, того же договора купли-продажи нотариат не будет принимать у вас
документы на проведение купли-продажи. То есть выписки одной из кадастра в данном случае не будет недостаточно. То есть нужен источник вашего права, выписка о том, что вы являетесь правообладателем на сегодняшний день, чтобы вы дальше могли передать эти права другому в рамках договора купли-продажи. Прием документов проводится быстро. Время постановки на учет также зависит от наличия или отсутствия всех правоустанавливающих документов и необходимости проводить кадастровые работы. В среднем по квартирам может уйти от 3 до 5 дней, а по домовладениям безземельных участков от 3 до 7 дней. Прием заявлений производится очень быстро, теперь 15 минут где-то занимает, не более того. А обработка в зависимости от сложности ситуации. Бывают квартиры, когда есть все материалы, то есть план-схема, план помещения имеется, объект недвижимости, само здание легко доступно, съемка производится в течение 1 дня, материалы вносятся в течение следующего дня, и в течение 3-4 дней можно считать объект уже завершенным по работам. Если собственник не планирует проводить сделки с недвижимостью в ближайшее время, то бежать в кадастровую палату и регистрировать свое жилье не надо. Если у вас есть в перспективе сделать какое-то действие со своей недвижимостью, то вы можете обратиться сейчас и в порядке очереди, не спеша, не торопя нас и не мучая остальных людей, которые заявляют в срочном порядке, пройти процедуру. У нас есть там большой зазор во времени, который дает нам возможность принять большое количество работ и распределить их по времени нагрузки. Для регистрации юридического лица в кадастровой палате необходимо сначала зарегистрировать само юридическое лицо в Минюсте республики, а уж затем обратиться в палату и сообщить адрес, где будет зарегистрировано данное юрлицо, уточнил Тимур Сангулия. Он убежден, что ажиотаж, возникший вокруг кадастровой темы, постепенно уляжется, и население убедится, что переходный период не затянется надолго. Сложилось мнение у граждан, неизвестно откуда оно взялось, тут невозможно угадать источник этой информации, что только что БТИ закрывается, полностью перестает функционировать, появляется такая странная мысль, и то, что кадастровая палата усложнит всю эту процедуру, усложнит жизнь людям, и начался ажиотаж у БТИ, просто они завалили, так сказать, работы сотрудников БТИ, чрезмерно их перегрузив. И этот объем работ начал накапливаться, и когда пришло 1 октября, большой объем работ скопился у сотрудников БТИ, и они физически не могли бы справиться с этим объемом, потому что они объективно, обычные люди, которые могут делать какой-то определенный объем работ у себя. А так как пошел огромный ажиотаж, то мы-то ни одна структура не приспособлена к тому, чтобы все население одним днем пришло и попросило какую-то услугу. Такого не существует организаций, которые могут с этим справиться. И этот ажиотаж, и эта нагрузка, она с 1 октября аккурат перешла на нас. И теперь мы должны будем принять этот поток и успокоить население, показать нашу работу текущую. Они должны просто увидеть, что мы реально можем работу выполнять, что они никуда не исчезают, никакие их документы, никакие их права. Это нужно дать понять людям, что права их никто не оспаривает. Скорее всего, то, что сегодня БТИ возмущается, это недоработка той самой, о чем я говорю, уже той власти, которая должна была с ними провести ту работу. Ведь когда мы принимали закон, мы же не приняли его отдельно сами у себя здесь кулуарно. Мы же все законодействия согласовывали с ними. Они же деньги потратили, 250 миллионов. Не мы же потратили деньги. Мы же согласованно приняли закон, утвердили текст. И теперь этих людей тоже нужно было подготовить для того, чтобы не слышать их такие возмущения. Они тоже должны были плавно перейти. Так должно было быть. Но кто-то что-то не сделал, это не значит, что кадастровая палата виновата или кого-то винить. Это легко. Чтобы не терять времени, начинать сделки с недвижимостью можно до постановки на учет в кадастровую палату, уточнил Тимур Сангуля. Параллельно надо будет прийти в кадастровую палату и заявить о начале процесса купли-продажи. Давайте мы рассмотрим самый типичный случай, когда человек начинает процесс в нотариате. Он не всегда проходит за 1 день, за 2 дня. Нотариус, как по объективным причинам, он требует определенный пакет документов, который необходим, чтобы подтвердить, что вы можете продать эту недвижимость сегодня или завтра, или послезавтра. Он у вас попросит справки определенные, отсутствие задолженности определенные. Это справки, эти документы требуют определенный период времени, чтобы вы их собрали. То есть, если вы по этому списку, пойдя,
обратитесь в первую очередь в кадастровую палату, к моменту, когда вы условно соберете все справки, выписка из кадастра, если это первичное обращение, то будет одновременно с ними готова. А если это второе обращение, то вы на следующий день эту выписку от кадастра получите. То есть срок выполнения, срок получения выписки зависит от именно первичное это обращение или вторичное. То есть все можно делать параллельно? Да. Одно другому совершенно не мешает, потому что кадастровой палате не нужны никакие выписки, никакие справки и тому подобное. Нужно лишь просто ваше заявление о том, что вы начали процесс купли-продажи. В Абхазии много земельных участков спорных или со статусом «занято». Тимур Сангулия пояснил, кадастровая палата не разрешает земельные споры. Эти вопросы в компетенции судебных органов. Спор это является либо между гражданами решается, либо в судебном порядке. Он не может быть поставлен на учет, пока спорный вопрос не будет разрешен. Сами земельные участки становятся по очень простой схеме на учет в кадастровой палате в двух случаях. В первую очередь, основной, который процесс будет происходить с 1 октября, это при выделении земельного участка. На этапе определения границ землеустроитель будет направлять теперь не на работы к частному геодезисту, а в кадастровую палату. Кадастровая палата будет постоянно на связи с землеустроителями, поддерживая им информацию, придавая им информацию, необходимую о том, где будет определяться земельный участок, исходя из их сведений. Мы выезжаем, делаем съемку, определяем границы этого земельного участка, согласовываем границы с соседями эти. Если есть соседи, если нет соседей, получается это администрация, значит с ними мы и так на связи находимся, и они подтверждают этот факт. Подписывается акт установления границ, то есть этот документ, который в будущем решит вот эти земельные споры, чтобы они не возникали. Есть случаи, где у граждан нет необходимых материалов, планов или чертежей, или по земле, или по зданию. В этих случаях срок работ значительно больше, чем 3-4 дня. И мы бы хотели объяснить гражданам, что это не с нами в большей степени связано. Там много вопросов связано с согласованием границ земельных участков, когда ваши соседи должны подтвердить, что у вас нет между собой споров. Чтобы избежать их и в дальнейшем, в будущем для вас лучше, чтобы не было никаких спорных возможностей. То есть сосед ваш нынешний, он может продать свою недвижимость кому-то третьему лицу, который не захочет с вами согласовывать эту границу в будущем. Он может просто попытаться оспорить по каким-то своим причинам. И чтобы этого не было, и чтобы такой возможности даже не было у гражданина, который может стать собственником либо у нынешнего, либо у кого-то иного, мы составляем этот документ, акт согласования границ земельного участка. Практически как таково межевание территории и границы сегодня не проводилось до сегодняшнего дня. Сегодня кадастр технически оснащен теми приборами, инструментами геодезическими, они очень дорогие, которые умеют это делать. Кадастр, когда земля накладывается, земля на землю, приходишь и говоришь по генплану так, а где в действительности, когда ты пришел на участок и показываешь, где нам поставить забор, границу, и вот это называется межевание. И это межевание можно достичь абсолютно с ошибкой в сантиметр только за счет использования вот этих кадастровых инструментов. Вот что суть она является. Кадастр не дает никаких прав там, на собственность и так далее. Оно только регистрирует и ведет учет, что является очень важным. По словам Тимура Сангуля, самые сложные полевые работы ожидаются в сельской местности, где нет отделов БТИ и никаких документов на землю. По деревням самая острая, я думаю, самая болезненная работа, одна из нескольких самых болезненных, потому как во многих случаях нет дела БТИ. Это упущение БТИ, и нужно признать это, что это было упущение, потому что упущение не потому, что они просто хотели упустить эту работу. В какой-то степени они были физически не способны выполнить такой объем работы. Их иногда в районе всего 2 человека. И требовать от них, чтобы они каждый дом, в каждом селе, в каждом в районе обработали, ну это было бы безответственно со стороны того, кто может потребовать. Потому что они тоже простые люди, не имея ни инструментов, ни финансирования, ни технологических возможностей, поставить на учет полноценные сельские дома они не способны были. То есть это нужно признать, что это не их вина. Это систематически у нас получалось недофинансирование структуры, чтобы проводить такой учет. И потому у многих объектов недвижимости в селе у многих нет документов никаких, кроме по хозяйственной книге. Мы же все знаем, что такое по хозяйственной книге. Это 2 строчки, которые содержат всю информацию об вас.
И если эта хозяйственная книга по какой-то причине там испортится, ваши права можно будет подтвердить только через суд, через соседей ваших и все. И чтобы это было не так жестоко, мы будем при взаимодействии с администрациями сел удостоверять, что это их объект недвижимости, их земельный участок, и фиксировать по факту существования. То есть вы ставите их в реестр, и человек должен будет уже платить земельный налог и все эти дела? Тут самое интересное, что они освобождены 0,5 гектаров от земельного налога. Введение новых норм отразилось на работе БТИ. В Сухумском бюро нам рассказали, в чем их претензии к кадастровой палате. Правда, поговорить на камеру, к сожалению, не удалось. В эмоциональной форме сотрудники БТИ отметили, что палата не пыталась наладить с ними взаимодействие, пренебрегли их годами накопленным опытом. В свою очередь Тимур Сангуля подчеркнул, что не увидел готовности к сотрудничеству с их стороны. Сейчас единственный вариант, который мы видели, это присоединение отделений БТИ к нам именно как специалистов, не как организации, потому что организация не может исчезнуть. Вы им предлагали, вот в частности, Сухумскому БТИ? Сухумскому БТИ мы написали письмо на имя главы. Он провел с нами совещание, и не одно совещание, он проводил с нами, он встречался активно, глава Сухума, и с представителями БТИ. Мы предложили 11 позиций сразу, это именно штатные единицы, которые не обсуждаются, просто не присоединяются к нам и начинают работать. И еще на должность госрегистратора, где открытый конкурс идет, мы активно ищем юристов, специалистов, в том числе как работники регистрирующего органа, сотрудники БТИ, имеют полное право принять участие на конкурсе. Почему они говорят, что к нам вообще даже за помощью не обращались? А вот у нас такая информация, у нас такие специалисты. Мы предлагали свою помощь, а кадастровая палата даже не посчитала нужным с нами пообщаться, поговорить, Давайте мы тогда пройдемся еще дальше, глубже. Где-то летом, в июне месяце, ряд сотрудников БТИ и Сухума обращались напрямую сами ко мне. Это было разрешено с главой, до этого было Бесланом Федоровичем тоже оговорено. И потом с нынешним главой тоже все это оговаривалось о том, что они имеют право общаться, мы можем спокойно между собой, если есть желание обратиться к нам за консультацией, информацией, могут ли они нам присоединиться, мы можем этого делать. И они обратились, не будем называть имена конкретные, потому что это некрасиво было с моей стороны, но они обратились за информацией, могут ли они присоединиться, и мы обстоятельно говорили о том, что вот такие-то должности они могут выбрать. То есть я их не навязываю им конкретные задачи. Есть ряд задач, из которого можно выбрать, и учитывая их способности делать весь этот ряд, они способные ребята, которые могут сделать и одно, и второе, и третье, и четвертое. Я им дал возможность выбрать, и они предварительно сказали, что мы обдумаем этот вопрос, нам это интересно. Но когда пришло время в сентябре, повторно письмо уже пришлось написать, чтобы получить более четкое и ясное понимание, могут ли они присоединиться к нам или нет. Ответ был нет, отрицательный. То есть ответ был отрицательный и почему-то с негативной оценкой того, что кадастровая палата неправильный подход имеет в формировании государственной политики в области учета и регистрации прав. Кадастровая палата для БТИ не конкурент, подчеркнул Тимур Сангуля. Бюро технической инвентаризации выполняет функции технического учета муниципальной собственности, в то время как кадастровая палата – государственного кадастрового учета недвижимости. Закон разграничивает между нами процесс действий. Мы занимаемся учетом и регистрацией недвижимости, регистрацией прав на недвижимость и регистрацией договоров на сделки с недвижимостью. И получается, это занимается именно кадастровая палата. Пространственными данными занимаемся и всем остальным, связанным с пространственными данными. А БТИ занимается учетом и инвентаризацией именно муниципальной собственности. Даже по уставу БТИ 15 позиций было по работе. И это не касались, все 15 позиций не дублировали одну и ту же функцию учета, регистрации, выписка справки. То есть выписка справки на основе учетных дел. Учет и регистрация недвижимости – это всего лишь 2-3 позиции из 15. Плюс позиции... Что в их компетенцию входит, помимо того, что...
экспертиза при вводе в эксплуатацию, предоставление адресов, то есть адресация района, населенного пункта, это в ведении БТИ. А потом перевод объектов недвижимости из жилого в нежилое, осмотр на состояние пригодности для жилья, то есть если объект является пригодным для жизни человека. Технический осмотр вместе с архитектурой, скорее всего, является тоже их прерогативой. Дальше техническая инвентаризация коммуникаций города, то есть техническое состояние систем, объекта вот этой инфраструктуры города, парковое хозяйство, система коммуникации. То есть если у города есть какие-то объекты, те же фонарные столбы, извините, весь город является их прерогативой. То есть они являются от имени города теми, кто определяется, в каком состоянии город находится. То есть и фронт их возможностей и их работы не ограничивается этим списком. Его можно значительно увеличить по желанию самого администрации района или населенного пункта, как город Сухум, например. С развитием системы государственного кадастрового учета и регистрации прав собственности функции БТИ трансформировались. Но чтобы БТИ сохранила свою роль в учете недвижимости, придется менять законодательство и оснастить тем же оборудованием, что и кадастровую палату. Чтобы закон работал так, как вот БТИ хочет, чтобы система оставалась в том же механизме, что и было раньше, это нужно изменить закон на 100%. Он и конструкция его иная. Чтобы такой механизм появился, нужно создать, как в России, систему, лицензирования соответствующего типа действия и дальше механизма их контроля, сертификации и подтверждения качества их работ. То есть в России для этого было 20 лет, они 20 лет, почти 15-20 лет последних занимаются этим вопросом. У них образовалась изначально лицензионная система, потом саморегулирующееся общество, которые сами себе выдавали разрешения конкретным геодезистам, кадастровым инженерам на проведение данных работ. То есть в данном случае было бы одновременно и нарушение прав граждан на то, чтобы в этом процессе вообще участвовать. То есть это, по идее, должно было быть, как в России, свободно кадастровый инженер должен был появиться, и гражданин мог стать этим кадастровым инженером, и БТИ могли стать тогда кадастровым инженером. Но они тогда нести должны были полную ответственность за весь поток работы. То есть внутренние помещения, внешние контуры в соответствии с нашими, то есть это нужно было бы объекты ставить на учет с точки зрения позиции географических координат, что они производят в БТИ. И земельные участки точно так же они должны были бы делать и передавать нам. Это означало, что БТИ нужно технически дооснастить. То есть каждому из отделений нужно было бы приобрести вот специальные геодезические роверы, так называемые. Это приборы, которые определяют местоположение. Каждый из них стоит больше 1 000 000 рублей сейчас. Это в каждой БТИ. Потом специалистов донанять в эти же БТИ, чтобы они выполняли эти работы, как геодезисты, как топографы. И их специалисты должны были это все консолидировать в один единый отчет и юридическое сопровождение еще оказывать, и потом уже передавать только в кадастровую палату. То есть это изменение структуры их работы по определению. Это настолько же сложный процесс, как создание самой кадастровой палаты. Это невозможно. И зачем это они хотят, он мне в голове не укладывается, если бы им можно было бы оставить им, если бы они сделали бы лучше. Если они сделают лучше, мы им переведем. Если они не сделают лучше, так же, как и было, то тогда лучше не надо. Мы, как молодое государство, что мы делаем? Мы заглядываем в те развивающиеся страны государства, где они эти процедуры применили, да? И как они применили, и с какими проблемами они вышли. И убирая все эти проблемы, мы берем оттуда интересную изюминку и пытаемся ее адаптировать у себя. И вот практически эту историю мы провели у себя путем использования этого кадастра. Так что мы ничего не придумали нового. Мы просто взяли, усовершенствовали или улучшили, адаптируя его к нам, то законодательство, которое есть. Это не только в этой части, это во всех направлениях так должно быть. И в сельском хозяйстве, и во всех отраслях. И здесь, и в учете, и в Минздраве,
И в энергетике везде так должно быть. Везде мы должны двигаться вперед. И кадастр нуждается, через год он еще будет нуждаться в поправках. Офисы кадастровой палаты работают в Сухуми и районах. Параллельно налаживается взаимодействие со всеми БТИ, говорит Тимур Сангуля. Кому-то предложена работа в палате. Каждый, кто из нас имеет свою работу, он защищает себя, свои интересы и свою выполняемую должность. Но это нормальная реакция человека. Просто, наверное, не хватило нам с ними времени, чтобы вот этот сгладить напряженность. Вот, например, вчера у меня были сотрудники БТИ Гульдипского района, мы проговаривали оставшиеся вопросы с ними, чтобы наладить взаимодействие, потому что никаких вопросов у нас со вчерашнего дня нету. То есть, если у них есть какие-то дополнительные предложения, мы тоже будем выслушивать. Мы им точно так же предложили в их случае полный штат их сотрудников, специалистов перейти к нам, и они сказали, что они подумают, исходя из своих физических возможностей, кто хочет пересоединиться к нам, присоединиться, кто хочет остаться в БТИ, как БТИ должно существовать, останется. И они проговаривают это еще с главой своего района, чтобы это было объективно, работа хорошая была выполнена. То есть, я так поняла, взаимодействие не удалось наладить пока только с Сухумским БТИ, по остальным районам у вас... Пока с Гудаутским, Гагаринским есть сложности. С остальными районами более-менее в контакт мы вошли, работу наладили. Депутаты должны вернуться к обсуждению вопроса о кадастре и рассмотреть поправку о поэтапном внедрении закона, начиная с отдельных районов. Депутат Резу Зантария напомнил, законы должны исполняться во всех районах страны одновременно. Он также против еще одной отсрочки его действия. Не могу сказать за весь парламент, как они думают, но хочу сказать, что ее половинить нельзя. Местечково ничего нельзя делать. Тут не такой большой объем и масштаб работы, который было бы невозможно сделать. Другой вопрос, что кто-то не подготовился и пытается это сюда сослать, не получится. Я предлагаю все-таки собраться силами, извиниться перед тем, если надо, и такие условия есть, и решить вопрос. Там не так много задач. И надо начинать его реализовывать в полном объеме. То есть закон в отдельно взятом районе действует? Не, это неправильно, это дискриминация, это неправильно. Я считаю, это мое такое мнение. Естественно, данный порядок, он подлежит обсуждению, дискуссиям и так далее, рассмотрению вопроса, но в принципе я против. В парламенте прошли комитетские слушания. Какие основные претензии к вашей палате были? Потому что там, я насколько знаю, тоже жаркие были споры и высказывались недовольство по отношению к работе. Что было? Тот же вопрос, который вы сейчас задали, о сделках, совершаются ли они. Но тут странная постановка была немножко вопроса, как можно говорить о том, что сделки не совершаются, если прошло только 3 дня с момента начала кадастровых работ. То есть запуск кадастра произошел 1 октября, это была среда, четверг, пятница, и мы в понедельник встречаемся в парламенте, и мы должны отчитаться о том, что мы провели кадастровые работы и отдали документы. Это же неправда, это же не может произойти так. Было всегда понимание того, что на неделю, на 2 произойдет вот этот небольшой разрыв между началом процесса вот этого купли-продажи и завершением им. Просто он удлинился, вот этот появился буферный период в неделю, в 2, в которой просто человек должен стать на кадастровый учет, должен получить правильную выписку, чтобы продолжить документ. Но мнение о том, что вот если они начали в сентябре, там 28 числа сентября начали процесс купли-продажи, и 1 октября они должны завершить его, ну так не бывает. Даже сам процесс купли-продажи не может завершаться там менее чем за 1, за 2-3 недели, он же тоже длинный. Специалисты убеждены, от единой системы учета недвижимости выиграют все. Государство, потому что будет известно, чего и сколько у него есть. Приобретатель, потому что история имущества будет как на ладони. Рынок недвижимости, потому что станет прозрачным. Для государства это единый центр обработки сведений об объектах недвижимости и учета. То есть мы здесь собираем в единую систему, в едином центре сведения об объектах недвижимости, о их характеристиках, о правообладателях, о количестве этих правообладателей, кто они по национальности, кто они по паспортному принадлежности. То есть это для социологических опросов, для демографического анализа. То есть это вся информация, которая может пригодиться для разных
для разных целей государства. Одно с другим как-то можно увязать, посмотреть какую-то динамику, посмотреть, изучить состояние недвижимости, рынка недвижимости, как оно изменяется, понять, может быть, нужно какие-то действия предпринимать, чтобы, может быть, получится так, что мы сможем дать четкое понимание государству, какие социальные слои оказались ущемлены. Может быть, они поймут, что вот есть объекты недвижимости, и мы видим, что социальные слои какие-то, которые менее защищены, оказались в более невыгодных условиях. То есть информация по этому. Плюс будет четкое понимание, сколько собственников жилья, сколько из них платят налоги за землю, те же самые собственники, которые коммерческую деятельность ведут, сколько их, потому что цифровой системы, единой цифровой системы не существует. Вот сейчас БТИ, не в упрек им, потому что они работают с тем, что им давали работать, с теми ресурсами, которыми они работали. Ведут не электронную реестр, они ведут книги, реестровые книги советского образца, схема бумажная ведения реестра в современном мире кажется крайне архаичной. То есть, это просто устарело. Что меняется для граждан? Все просто. Граждане обращаются в одно окно для получения сведений, для постановки на учет, для регистрации недвижимости. И это окно не привязано к региону. То есть вот был у нас уже случай, и это меня очень порадовало, что гражданин Гудауты, города Гудауты обратился к нам в отделение в Сухуми, чтобы поставить объект недвижимости, который находится у него в Гудауте. То есть ему не нужно было ехать в отделение в Гудауты, чтобы произвести эту работу. И точно так же он мог был обратиться в отделение в Гагре, либо в отделение в Тпатчале, чтобы сделать ту же процедуру. Ведь собственность у нас может находиться не в одном районе. Хотя там есть ограничения свои, связанные с тем, что нотариус принимает документы только в пределах своего района, потому что справки из своего района он должен получить. Но в той части, которая касается нас, мы упрощаем жизнь. Плюс в ближайшие годы мы максимально хотим цифровые технологии внедрить. То есть возможность подачи заявления в цифровом виде, то есть без перехода сюда. Получение выписок в цифровом виде, без того, чтобы приходить сюда. Данный законопроект принят в угоду непосредственно наших граждан, их легкости обращения со всеми услугами, которые мы сегодня получаем, государственными услугами. Это в первую очередь это регистрация имущества, получение генеральных планов, получение, проведение купли-продажи. Не нужно будет стоять в нотариусах и так далее. Нужно будет только прийти в регистрационную палату, в кадастровую палату, зарегистрировать право собственности, передача прав собственности и так далее. Все, что вы сегодня сталкивались в администрациях городов и районов. Сегодня все эти органы будут работать непосредственно в одном центре, будут все зарегистрировано. И ничего не надо будет искать. Это будет все указано в одном большом реестре. Даже те сегодня имущества, те объекты, которые находятся на всей территории Абхазии, они все за счет технических возможностей кадастровая палата практически все зарегистрировала. Оно все имеет. И небольшое обращение к тому или иному, прошу вас зарегистрировать, оно уже будет у них обозначено. За счет интернет-спутниковых всех возможностей, они все зарегистрированы на территории Абхазии. Даже сарай зарегистрирован. Все, что стоит сегодня везде. Другой вопрос, он с разрешением или без разрешения. Это уже будет второй вопрос, который там же также будет задаваться. Для рынка недвижимости будет понятно, какой объем имущества сегодня у государства зарегистрировано легко и какая его цена, кадастровая стоимость. Какую налоговое бремя нужно наложить для того, чтобы сегодня то или иное имущество платило налоги в равных условиях. Вот для государства что важно. Важность кадастра недвижимости для страны никто не оспаривает. Дело за малым – сделать переходный период от БТИ к кадастровому учету максимально безболезненным для населения.